Является ли Новый год казахским праздником? Новогодняя елка – образ Деда Мороза и веселое празднование Нового года так нам близко, потому что наши предки несколько тысячелетий именно так и отмечали праздник, совпадающий с современным Новым годом. У наших предков был древний праздник в честь зимнего солнцестояния – 21 по 25 декабря. День рождения Солнца, День Победы света над тьмой. Назывался праздник Карачун и Нартуган. Праздник приходился в самый лютый период зимы и в самую длинную ночь в году. В этот праздник оказывали особое почтение главе светлых духов Ульгению. Он и являлся прообразом современного Деда Мороза. Его также представляли добрым старцем, порой в красном кафтане. У всех народов Ульгень сохранил свой образ, кроме своего имени. Финны называют его Йолупуки, у остальных скандинавских народов его нарекали Санта-Клаусом, то есть Святым Николаем. У Санта-Клауса спутником является Крампус, прообразом которого стал Эрлик, глава темных духов тюркской мифологии. В Советском Союзе Святой Николай стал просто Дедом Морозом, и у него появилась внучка Снегурочка. Одним из главных атрибутов праздника Карачун-Нартуган является ель. Ее украшали дети, водили хоровод, ветки дерева заносили домой. Ель считалась священным деревом у тюрков и словно мировое дерево, связывала мир духов с миром людей. Ветви дерева будто указывали направление. Откуда и название ели – Йоль, Иоль, путь, дорога. Вполне вероятно, что название праздника Йоль у скандинавов и германских народов отсюда же. Таким образом, все атрибуты современного Нового года имеют прямое отношение к тюркскому фольклору и традициям древнего праздника.